Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Иншаллах, продолжаем наши уроки в Исламском университете Украины в онлайн-режиме. Сегодня наш урок был «Муфсидат аль-Кулуб», «Недуги сердца», из книги «Недуги сердца» Баракаллаху фикум. Мы дошли до темы отношения мусульманина к лицемерам. Как должен теперь относиться мусульманин к лицемерам? И он тут говорит, автор, не следует относиться к ним с пренебрежением. Сделаем сначала дуа и, иншаллах, начнем наш урок. Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулиллахи, саллаллаху алейхи саллям. Аллахумма шрах ли садри ва яссир ли амри, ва ахлюл уqдатан мин лисани, яфқаху қавли. Аллахумма аллимна ма янфауна, ва анфа'на бима алямтана, ва зидна илма. Субханака ла илма лана илля ма аллямтана, иннака анталь алимуль хаким. После этого, иншаллах, сегодня у нас урок Муфсидат аль-Кулуб. Муфсидат аль-Кулуб, это имеется в виду недуги сердца. Отношение мусульманина к лицемерам не следует относиться к ним с пренебрежением. И нельзя преуменьшать исходящую от них опасность. Лицемеры сегодня не менее опасны, чем во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Хузайфа ибн Яман сказал, рады Аллаху анху, поистине сегодняшние лицемеры даже хуже тех, которые были при пророке, саллаллаху алейхи вассалям. Тогда они скрывали свои истинные убеждения, а сегодня демонстрируют их открыто. Хадис приводит нам имам Бухари. То есть во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, лицемеры скрывали свое неверие. Скрывали свое неверие лицемеры, и их называли в то время, как верующие, они были среди верующих людей. Они скрывали свое неверие. Но их знали некоторые, как Хузайфа, и так пророк, саллаллаху алейхи вассалям, их знал, потому что Аллах дал знать пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, кто является лицемером. И Хузайфа тоже знал поименно, кто является лицемером. И он поэтому сказал Хузайфа, тогда они скрывали свои истинные убеждения, эти лицемеры, во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Однако сегодня истинные лицемеры не сказали, то есть не скрывают свое неверие. Они наоборот свое неверие говорят публично, распространяют публично. А сегодня лицемеры демонстрируют их открыто, как говорится в хадисе Бухари. Относиться к ним нужно следующим образом теперь. Первое. Относиться к ним следующим образом. Первое. Отказ от покорности им. Нельзя следовать за лицемерами. Всевышний Аллах сказал в Коране, в переводе, «О пророк, бойся Аллаха и не повинуйся неверующим и лицемерам». Аллах говорит пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. И также это касается верующих людей, те верующие, которые следуют за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. «О пророк», сказано было в аяте, «бойся Аллаха и не повинуйся неверующим и лицемерам. Поистине Аллах знающий, мудрый». Сура 33, союзники, имеется в виду союзные племена, Суратуль Ахзаб, 1 аят. Ат-Табарани приводит, эта книга Мухаммад Салих Мунаджида, баракаллаху фикум. Ат-Табарани сказал Всевышний, да возвысится поминание его, говорит своему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, «О пророк, бойся Аллаха, повинуйся ему, бойся, повинуйся ему». Как Абу Бакр Сиддик объясняет, богобоязненность имеется в виду слушаться Аллаха, подчиняться Аллаху и также оставлять то, что Аллах запретил. Это есть богобоязненность. Повинуйся ему, исполняя религиозные обязанности и соблюдая его право в отношении тебя. Чтя его запреты, видите, Абу Бакр Сиддик, то, что говорит, приводится, чтя его запреты и воздерживаясь от нарушения установленных им ограничений. И не повинуйся неверующим, который говорит тебе, мол, прогони от себя своих последователей из числа слабых верующих. Тогда мы будем сидеть с тобой. Говорили такое многобожники пророка Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Однако он их не послушался. И лицемерам, смотрите как, тогда мы будем сидеть с тобой, говорили неверующие многобожники. И лицемерам, которые демонстрируют веру, чистосердечное отношение к тебе, а на самом деле
не упускает случая навредить тебе и твоим сподвижникам. Не принимай же их мнений и не советуйся с ними, потому что они враги тебе. Поистине Аллах знающий, мудрый. Аяте Корана говорится. Поистине Аллах знает о том, что они скрывают в своих душах, и что преподносят они тебе под видом благого совета. Лицемеры обычно таким образом и действуют. И что они замышляют против тебя, и Он мудрый в распоряжении твоими делами, и делами твоих сподвижников, и твоей религии, и в распоряжении делами всех остальных творений. Аллах Субхану ва Тааля мудр. Второе теперь, как мы сказали, относиться к ним, именно лицемерам, как нужно. К ним нужно относиться следующим образом. В первую очередь мы сказали отказ от покорности им. Теперь второе. Отстранение от них, предостережение и увещевание их. Предостережение и увещевание их. Всевышний Аллах сказал: обрадуй вестью о мучительных страданиях лицемеров. Сура 4, сура женщины, сура Ниса, 138 аят. И Всевышний Аллах сказал: эти, Аллах знает, эти имеется в виду аяте в Коране, смысловой перевод, лицемеры имеется в виду. Аллах знает, что у них в сердцах, посему отвернись от них, но увещевай их и говори им наедине. Или говори им о них убедительные слова. Сура женщины, сура Ниса, 63 аят. Говоря эти в Коране, Всевышний Аллах имеет в виду эти лицемеры, о свойствах которых я, о Мухаммад, Аллах говорит: я, о Мухаммад, повидал тебе о ихних качествах, свойствах. Аллах знает, что у них в сердцах. Он знает о том, что они обращаются за решениями к Тауту. Вместо того, чтобы обращаться за решениями к тебе, и отвращается, то есть отвращает людей от тебя. И с их стороны это лицемерие и отклонение от прямого пути. Даже если они клянутся Аллахом, мол, мы стремились только к добру и примирению. Дальше в аяте говорится: посему отвернись от них, Аллах сказал ему, пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи, но увещевай их. Даже если отворачивается он, увещевай их. То есть оставь их и не подвергай их телесному наказанию, лицемеров, но увещевай их, угрожая им карой Аллаха, которая обрушится на них, и его наказанием, которое они будут подвергнуты, и предостереги их от их отвратительного деяния. Сомнений в отношении Аллаха, то есть сомнений в отношении Аллаха и его посланника. А эти говорится: и говори им убедительные слова. Вели им бояться Аллаха и верить в Него и Его посланника, и Его благие обещания и угрозы. Этот Абарани приводит у себя. Третье, что должно быть по отношению теперь к этим лицемерам, относиться к ним нужно следующим образом, мы сказали. Первое, второе перечислили, а теперь третье. Отказ от споров и защиты лицемеров. Как сегодня любит защищать лицемеров и любит спорить с этими лицемерами. Наоборот, они их, как говорится, рекламируют таким образом, как будто они весомые люди, уважаемые люди. Всевышний Аллах сказал: не прибирайся за тех, которые предают самих себя. То есть они предатели сами себя, являются лицемеры, мунафики. Аллах говорит в Коране, сура женщине, то есть сура Ниса, 107 аяте. Не припирайся за тех, которые предают самих себя, лицемеры. Ведь Аллах не любит того, кто является изменником, грешником. Итак, Всевышний Аллах сказал: не припирайся. То есть не спорь с ними и не заступайся за них, этих лицемеров. О Мухаммад, саллаллаху алейхи, за тех, которые предают самих себя. То есть делаются предателями, вероломно поступая с имуществом тех, кого предают. Речь здесь о Бану Умейра. Бану Убайрак, то есть Бану Убайрак.
Не препирайся за них с теми, которые требуют от них соблюдения своих прав и возвращения вероломно присвоенного им имущества. А эти, говорится, ведь Аллах не любит того, кто является изменником-грешником. Поистине Аллах не любит того, кто поступает с людьми вероломно в том, что касается их имущества, и совершает подобные и другие грехи. Из того, что Аллах запретил им, имам Табарани приводит это у себя. Четвертое, теперь как должны быть с лицемерами. Запрет относиться к ним лояльно и доверять им запрещается. Всевышний Аллах сказал: «О вы, которые уверовали, не берите своими помощниками тех, кто не из вас. Они не упускают случая навредить вам и радуются вашим трудностям. Ненависть уже проявилась у них на устах, но в их сердцах кроется еще большая ненависть. Мы уже разъяснили вам знамение, если вы только разумеете». Сура 3, Али Имран сура, аят 118. Этот аят был ниспослан о неких людях из числа мусульман, которые тесно общались со своими союзниками из числа иудеев и лицемерами из их числа, демонстрируя симпатию и расположение к ним по причине союза, который связывал их до ислама. И Аллах запретил им поступать так, а также советоваться с ними в каких-то бы то ни было делах. Это приводит имам Табарани у себя. Пятое, теперь как должны относиться к лицемерам. Отказ от превознесения их и именования господами. То есть, как нужно быть с лицемерами? Отказаться от превознесения лицемеров. Их и именование господами. Они не являются уважаемыми людьми. Бурейда приводит, радийаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху салям, сказал: «Не называйте лицемера господином, поскольку, делая его господином, вы навлекаете на себя недовольство вашего Всевышнего Господа». Этот хадис приводит Абу Дауд у себя. То есть лицемеров нельзя называть господами. Саид, господин, нельзя его называть, нельзя ему проявлять уважение такое. Теперь шестое. Отказ от совершения погребальной молитвы по ним. Всевышний Аллах сказал: «Никогда не совершай молитву по кому-либо из них и не стой над его могилой». Нельзя вставать над могилой также этих лицемеров. Аллах запретил пророку, саллаллаху салям, отказаться, сказал он, от погребальной молитвы по ним. Всевышний Аллах сказал: «Никогда не совершай молитву по кому-либо из них и не стой над его могилой». Это говорится пророку Мухаммаду, саллаллаху салям. Ведь они не уверовали в Аллаха и его посланника и умерли нечестивцами. Сура Покаяние, сура Тауба, 84 аят. Абдулла ибн Умар, да будет доволен Аллах и его отцом, передает, что когда Абдулла бин Убай умер, его сын пришел к пророку, саллаллаху алейхи, и сказал: «О посланник Аллаха, Абдулла ибн Убай, когда умер, его сын пришел к пророку, саллаллаху алейхи, и он сказал: «О посланник Аллаха, дай мне свою рубаху, чтобы я использовал ее в качестве савана. Соверши над ним погребальную молитву и попроси у Аллаха прощения для него». И пророк, саллаллаху алейхи, дал ему свою рубаху и сказал: «Когда закончите, дайте мне знать, чтобы я мог совершить молитву». Умар, радийаллаху анху, потянул его за одежду и спросил: «Ведь Аллах запретил тебе молиться за лицемером». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, сказал: «Я имею право выбора, ибо сказал он будешь», то есть, ибо сказал он: «Будешь ты просить для них прощения или не будешь?» Это был аят такой, ниспослан в таком смысле. И так дальше, и он совершил эту молитву. После чего Всевышний Аллах ниспослал другой аят пророку Мухаммаду, саллаллаху салям. Сказал ему: «Никогда не молись ни по кому из них в случае его смерти и не стой у его могилы». То есть, если умер лицемер, пророку Мухаммаду последний было сказано, что первый был этот аят,
А потом последний был такой аят, запретил Аллах пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи молиться также нам. Никогда не молись ни по кому из них, из лицемеров, в случае его смерти и не стой у его могилы. И с тех пор посланник Аллаха, саллаллаху алейхи не совершал погребальную молитву ни по кому из них. То есть, ни по кому из них имеется в виду лицемеров. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи таким образом отказывался молиться над лицемерами. Как сегодня некоторые любят говорить то, что нету в человеке. Говорить то, что любит, то есть то, что нету в человеке, говорить, это неправильно. Говорить нужно хорошее, баракаллаху фикум, если этот человек был мусульманином. Итак, также говорится в хадисе, что говорите хорошие дела умершего человека. Этот был хадис, который только что мы привели в Бухари. Заключение. Из сказанного выше понятно, что лицемерие представляет серьезную опасность, и что это трудноизлечимый недуг и скверное нравственное качество. Пророк, саллаллаху алейхи сообщил, что обладателю этого качества присуще вероломство, предательство, ложь и нечестие, потому что лицемер демонстрирует противоположность тому, что скрывает в своей душе. Лицемер что делает он? Потому что лицемер демонстрирует противоположность тому, что скрывает в своей душе. Он утверждает, что правдив, а в действительности лжет он. Хорошо зная об этом, и он утверждает о своей честности, зная при этом, что в действительности он вероломен. И он утверждает о верности обещаниям и взятым на себя обязательствам, и при этом знает, что не станет исполнять их. И он выдвигает ложные обвинения против других участников тяжбы, зная, что творит нечестие этот лицемер. Вся его нравственность зиждется на подменах и обмане. Как сегодня некоторые люди, лицемеры, подменным понятием занимаются. В отношении такого человека вполне можно опасаться, что на его долю выпадает тяжкое испытание. Великое лицемерие, поскольку мало лицемерия, хотя и относится к категориям грехов, которые не выводят человека из религии, однако, когда оно утверждается в человеке, заставляет его постоянно обманывать и быть двуличным, он может начать вести себя по отношению к Господу так же, как он ведет себя по отношению к его творениям. И вера будет извлечена из его сердца и заменена лицемерием в качестве наказания и осуждения. Просим Аллаха исправить испорченность наших сердец. Просим Аллаха исправить испорченность наших сердец и уберечь нас от искушения, как явных искушений, так и тайных. Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи. Проверьте себя, тут идет дальше. Проверьте себя. Ниже приводится два типа вопросов. Ответ на вопросы первого типа, то есть когда уже проходит книгу, то есть тему уже проходит, делают экзамены. Обычно мы тут пока не делаем экзамены, потому что люди не присутствуют должным образом, присутствуют нет, и экзамены тоже мы не вели, экзаменационные, как говорится, листы, типа такого тоже мы не вели пока. Ответ на вопросы первого типа не требует усилий, тогда как для ответа на вопросы второго типа требуется размышление и обдумывание. Вопросы первого типа: дайте определение лицемерию, как говорится тут. Также второе: назовите разновидность лицемерия, как мы говорили, большое и маленькое лицемерие. Большое лицемерие — это имеется в виду, если человек скрывает неверие в своем сердце, вводит из ислама, он не мусульманин, однако он показывает, что он мусульманин. Маленькое лицемерие — это имеется в виду в деяниях, допустим, нарушает, как говорится, свои договора, лжет он часто. Это маленькое лицемерие. Назовите различия между лицемерием, убеждением, лицемерием, деянием. Тут тоже он говорит, то есть третье, дальше он перечисляет вопросы.
Дальше, четвертое, у лицемерия есть признаки и особые свойства, назовите их. Это экзамены, когда проходят. Пятое, как мусульмане может защитить себя от лицемерия. Шестое, как шариат предписывает верующим относиться к лицемерам. Это уже последнее у нас было. Вопросы второго типа. В чем заключается различие между изначальным и случайным лицемерием? Почему лицемерие проявилось в Медине, а не в Мекке? Об этом тоже мы говорили. Баракаллаху фикум. И так дальше остальные вопросы. На этом мы сегодня, иншаллах, закончим. Чтобы тема была законченная. Новую тему мы возьмем. Новая тема у нас называется глава 3. Пренебрежение. Пренебрежение, проявление халатности, исполнение приказов Аллаха или оставление запретного. Об этом говорится, иншаллах, на следующем лекции будем это разбирать. Если у вас есть вопросы, баракаллаху фикум, спрашивайте.